Экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим официальный курс валют на сегодня. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 92 копейки. Евро остановился на отметке 84 рубля 48 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк за 72,45. А продает по лучшей цене Алмаз-Эргенбанк за 73 рубля 3 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Россельхозбанка 84,10. Продает евро по лучшей цене Алмаз-Эргенбанк за 84 рубля 60 копеек. Горячая линия Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа начнет работу во всех субъектах России с сегодняшнего дня по 15 октября. В этот период специалисты управления Роспотребнадзора и специалисты консультативных центров на базе Центра гигиены и эпидемиологии проведут тематические консультирования граждан по профилактике ОРВИ и гриппа. Они расскажут о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания и многое другое. Отмечается, что телефоны горячих линий, адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Впервые в Якутии на базе офтальмологической больницы провели операцию по кератопластике, трансплантации роговицы глаза под фемтолазерным сопровождением. Пациенту пересадили донорскую роговицу, заказанную в Москве. Помимо фемтолазера в больницу поступило 8 единиц другого оборудования на сумму 38 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря госпрограмме по развитию здравоохранения. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Увидеть мир во всех красках Леониду Валентиновичу удалось благодаря новым технологиям. Он стал первым пациентом, которому в нашем регионе сделали пересадку роговицы при помощи фемтолазера. Операция прошла быстро и успешно, а теперь дело за реабилитацией. После операции стал видеть обоими глазами, хотя видел только одним, а правым там уже еще не видел. Фемтолазер – не новое оборудование для офтальмологической клиники. Раньше, если на нем делали лазерную коррекцию глаз, то с этого года после апгрейда начали делать и донорскую пересадку роговицы. Кератопластика – тоже не новая практика для якутских офтальмологов. Проводили ее и раньше, причем успешно. Но вместо лазера до прошлого года использовали специальное лезвие. Теперь же роговицу выкраивает лазер. Причем делает это ювелирно четко, благодаря чему уменьшается и реабилитационный период у пациента. Изначально они предназначены для лазерной коррекции зрения. Если у человека близорукость, либо дальнозоркость, астигматизм, вот это все с помощью работы на 2 лазерах мы это все исправляем. А в этом году мы смогли сделать апгрейд фемтолазера, и теперь мы можем его использовать для операций по пересадке роговицы. Значит, в этом году мы сделали пересадку роговицы полностью, а вообще фемтолазер может делать и частичную пересадку роговицы. Апгрейдом фемтолазера больница не ограничилась. За год приобретено 8 единиц дорогостоящего оборудования на сумму более 38 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря госпрограмме по развитию здравоохранения. Наркозные аппараты – это офтальмологический комбайн совершенно нового поколения, который позволяет проводить операции на всех отрезках глаза. Это щелевые лампы, это пневмотонометры, авторефрактометры. Это новый лазер по высокотехнологичной медицинской помощи, который сейчас установлен в кабинете лазерологов Центра амбулаторной хирургии, который позволяет за меньшее количество воздействия на глаз проводить вмешательство при вторичной катаракте, при глаукоме, и человек в течение буквально 10 минут выходит и может спокойно отправляться домой. Катаракта – одна из главных причин, по которой рекомендована замена роговицы пораженного глаза. Это заболевание одно из самых распространенных в Якутии, по которому проводится не менее 1000 операций в год. Помимо этого преобладают такие болезни глаз, как глаукома и патологии самой сетчатки. К сожалению, растет количество обращений и среди детского населения. Заболеваемость глаз растет, и, к сожалению, это перепрофилирование у нас в связи с ковидом на дистанционное обучение получается очень много, дает результаты на ухудшение именно. Детишки, к сожалению, да, сейчас у нас очень часто обращаются, и, к сожалению, мы уже выписываем очки.
Врачи советуют, чтобы обезопасить глаза вашего ребенка, в первую очередь нужно максимально сократить сидение за гаджетами, так как из-за долгого сидения перед экраном без движения у детей ухудшается кровообращение. Как правило, при таком положении замирают мышцы не только шеи и спины, но и мышцы внутри глаза, что и приводит зачастую к близорукости. О том, что заболевания глаз являются одними из самых распространенных среди якутян, говорит и статистика. Только за 8 месяцев этого года офтальмологи провели уже более 7 тысяч операций. Для удобства сельских жителей организовываются и десанты офтальмологов на местах. В среднем в одном районе проводится не менее 30 различных операций. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев. День за днем. Мэр Якутска поручил усилить отлов собак перед проведением переписи населения. Евгений Григорьев поручил усилить работу по отлову безнадзорных собак перед стартом всероссийской переписи населения 15 октября 2021 года. Необходимо провести эту работу во всех округах города, особенно в частном секторе, для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение переписчиков во время переписи, поручил Григорьев во время общегородской планерки. На сегодня в пункте передержки безнадзорных животных Якутска содержится 482 собаки, а в работе 51 заявка на отлов. Между тем, сегодня Всемирный день животных или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября. Он был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как День памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. Общество защиты животных ежегодно организует разнообразные массовые мероприятия и акции, посвященные дню. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты прямых животных. Из-за перепадов дневных и вечерних температур выпавший снег превратился в гололед. Однако же многие автолюбители не успели переобуть колеса, поэтому сегодня опасность дорожно-транспортных происшествий особенно высока. Сейчас наш корреспондент Юрий Осипов находится на улицах города и готов подключиться к нам по прямой связи, чтобы рассказать о дорожной ситуации. Юрий, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Валерия. Как нам сообщили в управлении ГИБДД МВД по республике, за прошедшие выходные по Якутии произошло более 50 ДТП. Они отмечают, что, как правило, в этот период количество ДТП неизменно растет. Это связано именно с гололедом. И если в черте города это в основном связано с материальным ущербом, то на дорогах регионального и федерального значения последствия более серьезные, такие как съезд с дорожного полотна и опрокидывание. Основная ошибка водителей в этот период – это несоблюдение скоростного режима, а также неучитывание при выборе скорости дорожных и метеорологических условий. Они отмечают, что в этот период необходимо переходить на так называемый зимний стиль вождения, то есть избегать резких маневров, торможений и снижения скорости. В ДТП, которые произошли за выходные, большинство водителей не успели переобуть колеса. А более подробно о дорожной ситуации в республике мы спросим у инспектора пропаганды ГИБДД МВД по республике Сергея Сетыня. Сергей Вильевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, более подробно о дорожной ситуации в республике. Добрый день. Значит, за прошедшие выходные на дорогах республики произошло 53 ДТП, в которых, значит, в 5 ДТП, к сожалению, 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Госинспекция призывает автомобилистов начать подготовку транспортных средств к зимней эксплуатации. Прежде всего, сменить летние шины на зимние. В ближайшие дни на дорогах республики установится снежный покров. Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняют движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега. В целях снижения риска возникновения ДТП автомобилистам необходимо поменять летние шины на зимние. Следует скорректировать стиль управления, переходя на более плавное, аккуратное вождение, без совершения резких маневров, с учетом необходимой дистанции между транспортными средствами. Значит, напомним, что одной из наиболее действенных мер по защите
значит, водителя все-таки является ремни безопасности. Необходимо обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить обязательно в детских удерживающих устройствах. Значит, при неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательным при переходе проезжей части, потому как на скользкой дороге возрастает тормозной остановочный путь транспортного средства. Помните, что от соблюдения этих, на первый взгляд, элементарных рекомендаций зачастую зависит ваша безопасность и безопасность окружающих людей. А я добавлю, что в этот период основной опасностью является не только гололед, но и сокращение светового дня. И все больше становится автоаварий с участием пешеходов. В ГИБДД же советуют по вечерам одевать одежду со световозвращающими элементами. Валерия, на этом у меня все. Передаю слово тебе. Благодарю, Юрий. Но мы тоже призываем всех автолюбителей не пускать ситуацию на самотек и вовремя принимать меры. А я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Юрий Осипов. В начале недели линчан настигла новость о том, что с 1 октября единственный вленский перевозчик, работающий на линии общественного транспорта, прекратит предоставлять услуги. Это известие встревожило всех пассажиров, ведь в Ленске много отдаленных микрорайонов, откуда пешком не выбраться. А такси стоит туда-обратно зачастую сумму, составляющую заработок в день среднестатистического линчанина. 1 октября наступило. Как органы местной власти решили проблему общественного транспорта, выясняла наш корреспондент Анна Кожевникова. Проблема с маршрутными автобусами возникла уже давно. Пассажиропоток в Ленске не такой большой, чтобы окупать затраты, а субсидии на перевозку льготных категорий не выплачиваются. Подкосила индивидуального предпринимателя и пандемия, когда люди практически перестали пользоваться общественным транспортом в связи с переходом на дистанционную форму работы и учебы. Он принял решение прекратить с нами договорные отношения, хотя у него они до 31 декабря 2021 года, но тем не менее просто человек уже объявил, что он в стадии банкротства и не сможет дальше выполнять в полном объеме эту услугу. Постоянных пассажиров шокировало известие о том, что через пару дней автобусы ходить не будут. На работу как добираться? Ну, сейчас время еще такое, да, наверное, осень, грязь. Осень, да, и такси стоит, и это недешево. Столько людей, которые ездят на работу каждый день. Я не знаю, как люди будут ездить. Не у всех есть машины. И не у всех есть возможность ездить на такси каждый день. Туда-обратно. Вот у вас сколько такси до работы стоит? Когда как? Ну, около 150 рублей. Сейчас не тем озабочена, что одна, там, тройка, они уже готовы оставить хотя бы одну тройку, ну, чтобы она хотя бы была. Это минимальная цена, и то, если ездить только на работу, в месяц выйдет почти 7 тысяч рублей. А у многих маленькие дети, которых нужно возить в детский сад. А из таких отдаленных микрорайонов, как Разведчик, Алросах и Найдах, пешком до центра не доберешься. Такси оттуда стоит 220-250 рублей. Городская администрация не раз объявляла конкурс на предоставление услуг по перевозкам и приглашала такие крупные автотранспортные предприятия, как Алмаздортранс и Гранит, для участия. Также представители мэрии отправили письмо в адрес районного совета депутатов с просьбой о приобретении 5 автобусов. Другой вариант передача полномочий администрации муниципального образования Ленский район. На сегодня мы подготовили проект соглашения о передаче полномочий. С 1 октября, если все у нас получится, то все вопросы по перевозкам населения городским транспортом будут адресованы в администрацию Ленского района. 1 октября наступило, и мы вышли на остановке Ленская. Как видим, автобусы запустили по маршрутным линиям. Районная администрация приняла на себя полномочия организовать работу общественного транспорта. Утром на маршрутные линии вышли 9 единиц техники муниципального казенного учреждения «Гранит». Взяли расписание 2017 года, внесли некоторые коррективы в определенные маршруты. Ну, это связано с графиком движений. Ну, у нас как есть определенные обязательства по доставке школьников до школ. Это конкретно коснулось маршрута Северный. Он теперь ездит у нас до Разведчика. Хотелось бы попросить жителей и гостей города Ленска отнестись с пониманием то, что мы
новички в этом деле, ну, будем стараться. А в дальнейшем еще у нас в плане уменьшить, то есть интервал между автобусами до 7-8 минут. Единственное изменение – школьные автобусы теперь ходить не будут, но учащиеся смогут передвигаться на общественном транспорте бесплатно. В ближайшем будущем предприятие получит 4 больших пассажирских автобуса, специально предусмотренных в том числе и для транспортировки маломобильных граждан. Также в салонах будет установлено видеонаблюдение, а после Нового года планируется перейти на бесконтактную оплату. Цена билета осталась прежней – 28 рублей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Перейдем к другим темам. Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года. Выплата также полагается инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Для получения выплаты нужно заполнить и отправить заявление. Самый удобный способ – через личный кабинет на сайте госуслуг. Среднее профобразование становится все более популярным среди российских школьников. За последние годы прием по программам среднего профобразования значительно вырос. Сейчас это почти 1,2 миллиона человек. Колледжи сегодня выбирают 60% девятиклассников. Отмечается, что это стало возможным благодаря серьезным изменениям в системе среднего профессионального образования, связанным с обновлением материально-технической базы и педагогического состава колледжей и техникумов. При этом у выпускников колледжей практически нет проблем с трудоустройством. Почти сразу же после диплома работу находят фармацевты, выпускники направлений дошкольное образование, лечебное дело и учителя начальных классов. Разработчики контрольных и измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений начинают серию онлайн-консультаций на все 100 для будущих участников экзаменов и преподавателей школ, которая продлится до 22 октября текущего года. На консультациях расскажут о структуре и содержании экзаменационной работы, об изменениях в заданиях, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ и как избежать типичных ошибок. Консультации будут по всем предметам, а также по итоговому сочинению. Онлайн-трансляции на странице Роспотребнадзора ВКонтакте и на Ютубе. Видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособорнадзора и ФИПИ. Действительно, львиная доля учебного процесса проходит именно онлайн. Но, тем не менее, помимо пользы от использования телефонов и планшетов, возникает и вопрос об их вреде. Действительно ли детям необходимо ограждать от использования электронных устройств, или это современная потребность? Ведь гаджеты плотно вошли в жизнь каждого из нас. Разбиралась Саргалана Неустроева. По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, ежедневно россияне проводят за экраном устройств по 6 часов. А более четверти российских детей и подростков не отрываются от гаджетов по 8 часов в день. Таковы результаты опроса образовательного центра Maximum Education. Только вдумайтесь, интернет давно заменил реальную жизнь. Но так ли это плохо? Для того, чтобы узнать, какого мнения придерживаются родители, наша съемочная группа вышла на улицы города. Опрос показал, большинство оказалось против использования детьми гаджетов. Разрешаете ли вы детям долгое использование электронных устройств? Гаджеты, планшеты, телефоны. Долгое нет. Навредить там много и на здоровье может повредить. Но телефоны есть у него, и планшет есть, потому что школой надо заниматься. А так в целом, чтобы сидел целыми днями, нет, да? Нет.
Не разрешаем. Относитесь к тому, что дети... Отрицательно. Надо, как в Китае, запретить все. 3 часа в день и хорош. При этом, по данным проведенных исследований учеными лаборатории детства, якутские дети проводят больше времени за электронными устройствами, чем дети в остальных регионах страны. Пока ответить точно, что повлияло на такую статистику, ученые не могут. Однако выдвигают предположение, что причиной могли послужить недостаточная вовлеченность родителей в процесс воспитания ребенка, а также длительный зимний период, когда долгие прогулки становятся невозможны. Мы бы хотели, безусловно, порекомендовать всем: любовь к ребенку – это не доступность всего и вся ему. Любовь к ребенку проявляется в общении, воспитании его, а не в вседозволенности. Это очень четко необходимо понять каждому родителю. Только так можно добиться высокого уровня воспитания, развития, в том числе интеллектуального развития ребенка. Однако вопрос оптимального использования гаджетов детьми с психологической точки зрения для научного сообщества был в новинку, по крайней мере до недавнего времени. Поэтому при работе с зависимостью от электронных устройств опираться приходится на общее когнитивное развитие ребенка. Чем дольше вы можете оградить, в принципе, это ничего страшного. Но практика показывает, что с 5 лет дети, в принципе, уже приобщаются к телефонам. Да? Есть уже разработчики, которые придумывают игры. Да? Притом, смотрите, когда вы смотрите, качаете детские игры в приложениях, всегда есть возрастной ценз. Да? И, соответственно, уже разработчики этих игр, они прошли некоторые тестирование, проверку, да? И, соответственно, с этим они определили возраст. Между тем, яркая и увлекательная картинка может оказаться намного интереснее реальности и отвлечь ребенка от насущных проблем. Однако и современность диктует зависимость жизни человека от гаджетов. Специалисты уверяют, в настоящее время важно оградить ребенка не от самого смартфона, а от потока информации. Мир без гаджетов не может быть. А как же мы можем воспитывать ребенка не в этом мире? Поэтому искусственные условия с гаджетами или без гаджетов, да, это на самом-то деле практически невыполнимые условия. Возможно, даже нежелательные. Научить ребенка пользоваться этими гаджетами, да, знать им цену, да, что какое-то место они должны занимать, и какое-то место в его, даже во временном ракурсе, место в его жизни, это наша ответственность взрослых. Тем не менее, врачи-офтальмологи точно знают, сколько времени можно проводить за экраном гаджетов. По статистике Минздрава, сейчас более 20 миллионов россиян страдают болезнями глаз. Главной же причиной ухудшения зрения стали электронные устройства. Есть такое правило, оно 20-20-20 называется. Рекомендуется каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 метров вдаль. То есть основная проблема, которая возникает в том случае, если ребенок садится за телефон или за компьютер, это проблема в том, что ухудшается кровообращение. То есть для того, чтобы было кровообращение хорошим, наши мышцы должны двигаться. Как только ребенок замирает, он замирает не только всем своим телом, шеей, спиной, а замирает еще и мышцы внутри глаза. Поэтому кровообращение ухудшается не только во всем теле, но в первую очередь в самом глазу. Как бы то ни было, современная реальность такова, что полностью оградить ребенка от смартфона невозможно. Тем более сейчас, когда и учиться приходится сидя за компьютером. Психологи уверяют, резкое отлучение же ребенка от гаджетов, строгий запрет при недавней вседозволенности просто-напросто окажет худшее влияние на ребенка, чем его увлеченность электронным миром. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Весной в Якутии планируют запустить 2 тестовых маршрута по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Инициирован проект создания кластера арктической беспилотной авиации. В следующем году весной планируется запустить 2 тестовых маршрута. Это будет доставка продуктов питания, лекарств и небольших грузов и обеспечение различных объектов оборудованием, автоматизированная инспекция обстановки среды, контроль природных явлений и транспортных путей.
Перейдем к мировым новостям. По меньшей мере 3 человека стали жертвами тропического циклона «Шахин», обрушившегося в воскресенье на Аравийский полуостров. В Омане перенесены сотни авиарейсов и эвакуированы тысячи людей. Подробнее расскажет Артем Сторонов. Тропический циклон «Шахин» в воскресенье обрушился на Оман, принеся с собой проливные дожди и ветер с порывами до 150 км в час. Власти страны объявили о переносе сотен авиарейсов. По предварительным данным, жертвами стихии стали 3 человека. Ребенок, унесенный потоками воды, был найден мертвым. Также в результате схода оползня погибли 2 рабочих в промышленной зоне. Власти объявили экстренную эвакуацию прибрежных районов. В центрах временного размещения сейчас находится более 2700 человек. В некоторых городах в целях предосторожности отключено электричество. Местные телеканалы показали кадры, на которых легковые автомобили практически полностью погружены под воду, а пешеходы пробираются сквозь мутные потоки глубиной по пояс. Власти Омана призвали жителей оставаться дома. На дороге столицы страны Муската разрешено выезжать только автомобилям экстренных и гуманитарных служб. Подобное погодное явление в регионе – большая редкость. Его фиксируют впервые за всю историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, циклон начнет ослабевать лишь к середине следующей недели. А на курортном острове Гуанаха у берегов Гондураса свыше 200 домов уничтожены мощным пожаром, возникшим утром в субботу. Сотни местных жителей эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Подробности далее в репортаже наших коллег. Сильный пожар возник в субботу на курортном острове Гуанаха в Карибском море, расположенном примерно в 70 километрах к северу от побережья Гондураса. По данным местных изданий, пламя уничтожило более 200 домов, сотни жителей были эвакуированы. Возгорание, причина которого пока не установлена, возникло рано утром. Пламя быстро распространилось в сторону берега. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как жители пытаются потушить огонь, используя ведра с водой. Позже на борьбу с пожаром были направлены ВВС Гондураса. О погибших или пострадавших сообщений нет, однако острову нанесен значительный материальный ущерб, рассказал министр Гондурасской постоянной комиссии по непредвиденным обстоятельствам Макс Гонсалес. Мы информируем местное население о том, что в зоне бедствия работают спасатели и пожарные. Мы не сложим руки, пока возгорание не будет локализовано. Одновременно с этим пострадавшим от огня жителям будет оказана гуманитарная помощь. Гуанаха, который является частью мезоамериканского барьерного рифа, популярен среди туристов и любителей дайвинга благодаря своим кристально чистым водам и богатой морской флоре и фауне. Своей пожарной службы на острове нет. Аквариум Вроцлава празднует появление на свет 4 детенышей ската хвостокола, который крайне редко приносит потомство в неволе. Сейчас малышам, среди которых 1 самец и 3 самки, всего несколько недель, и они уже начали привыкать к смотрителям и принимать пищу. Сотрудников аквариума в польском городе Вроцлав ждал приятный сюрприз, когда в ходе рутинного утреннего обхода они обнаружили в одном из резервуаров детеныша ската хвостокола. Тщательно обследовав все потайные места, они нашли еще 3 рыб, маскирующихся среди камней. Открытие было особенно выдающимся, поскольку скаты-хвостоколы крайне редко дают потомство в неволе. По словам сотрудников аквариума, им удалось обнаружить только 1 публикацию об их размножении в Австралии, которая содержала очень мало подробностей. Маленьких скатов поместили в отдельный бассейн и начали понемногу приучать их к обществу человека. Спустя 2 недели малыши освоились и начали принимать из рук смотрителей пищу. Правда, прежде чем это случилось, сотрудникам аквариума пришлось изрядно постараться. Они очень привередливые, им не особенно нравится то, чем их предлагают кормить в специальной литературе. Они не едят двустворчатых моллюсков, не очень заинтересованы в кальмарах и прочих беспозвоночных. Первые эксперименты показывают, что больше всего им нравится сельдь и макрель. Диаметр тела маленьких скатов сейчас около 30 сантиметров, а во взрослом состоянии он может достигать 1 метра и 80 сантиметров. Помимо детенышей в аквариуме Вроцлава обитает 3 взрослых рыбы, 2 самки и самец по кличке Эмилька, Галинка и Ведер.
Перенесемся в австралийский парк рептилий. Там опубликовали видеозапись, на которой запечатлены первые самостоятельные прыжки детеныша гигантского кенгуру. В честь этого малыша назвали «Скачущий Джек». О первых шагах кенгуру расскажет Артем Сторонов. Эти кадры опубликовал у себя в социальных сетях австралийский парк рептилий, расположенный в городе Сомерсби, примерно в 70 километрах к северу от Сиднея. Видеозапись была сделана 17 сентября. На ней детеныш гигантского кенгуру покидает сумку матери и делает свои первые прыжки по вольеру. Смотрителей настолько впечатлили успехи кенгуренка, что они решили дать ему кличку «Jumping Jack» или «Скачущий Джек». Гигантский кенгуру, известный также как серый восточный кенгуру, самый крупный вид этих животных после большого рыжего кенгуру. Также ему принадлежит рекорд скорости, он может разгоняться до 64 км в час. Сегодня архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают свой профессиональный международный праздник – Всемирный день архитектуры, ежегодно в первый понедельник октября. Он был учрежден Международным союзом архитекторов. Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы – это восстановление разрушенных районов городов, населенных пунктов и промышленных предприятий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей Союза и активным участником его деятельности. Сейчас он насчитывает более 120 национальных секций и более 1,3 миллиона архитекторов. Стоимость ряда товаров из Китая может подняться ближе к концу декабря, убеждены эксперты. Ситуация на энергетическом рынке Китая складывается не лучшим образом по причине наложения нескольких факторов. Здесь сказывается активное восстановление национальной экономики после пандемии, возросший спрос на уголь и его нехватка. Соответствующая обстановка может негативно сказаться на поставках китайской продукции в другие страны, в том числе и в Россию. Эксперты ожидают, что возникнут перебои в логистике, которые выльются в рост цен на определенные позиции. Предполагается, что в Россию будут поступать с некоторой задержкой такие товары, как текстиль, мебель, электронные устройства и транспортные средства. Ученые Якутии разрабатывают технологию создания умной одежды для севера, способной защитить человека от предельно низких температур. О новой разработке в рамках Северного форума по устойчивому развитию рассказал научный сотрудник учебно-научно-технологической лаборатории графеновой технологии СВФУ Захар Евсеев. По его словам, уникальная ткань будет способна мониторить жизненно важные показатели. Большинство одежды, которые производятся, не подходят для суровой северной погоды. Особенно актуально для спецслужб, которые работают в арктических условиях. Отмечается, что над оксидом графена еще нужно поработать, пока он быстро вымывается из ткани, но технология имеет большие перспективы применения в производстве. К 2025 году в Якутии намерены увеличить туристический поток в 12 раз. В республике есть на что посмотреть, уверены власти. Например, каменный лес из скал на реке Лени, самое холодное обитаемое место на планете, музей мамонта и вечной мерзлоты, а также сокровищница с бриллиантами. Продолжит тему наши коллеги. Ольга Иванова – любитель-путешественник. Одна из немногих, кто начал утолять жажду путешествий, начиная с родной республики. Недавно впервые побывала в Верхоянских хребтах. Там девушку покорили ледники 2-метровой высоты, красивые водопады, незамерзающий ручей Шаман и высокие горы. А еще запомнилась живописная природа и контрасты различных видов редких растений. Отдых на природе – это прекрасный источник энергии для тела и души, вдалеке от цивилизации, наедине с природой. И побывав один раз в таких местах, вы будете снова и снова возвращаться за новой порцией энергии, вдохновения и позитивных эмоций. Ольга путешествует с 2017 года. Уже побывала в популярных туристических местах Якутии. Ледник Вулус, водопады Кюрюлюр, Ленские столбы, горы Сунтар-Хаята, песчаные дюны Тукуланы. Девушка впервые ощутила свободу, хотела съехать до бесконечности. Сейчас она опытный гид-проводник. В будущем хочет организовать пешие походы по Мирнинскому району. Уверена, и здесь найдутся красивые места. Мы попробовали составить свой топ-рейтинг.
Первое место – Кимберлитова трубка «Мир». Второе место – парк «Живые алмазы Якутии». Третье – озеро Чоналыр. На четвертом месте река Ахтаранда. Пятое место – река Улахан-Батобия. Места интересные, и главное, не надо ехать очень далеко. Достаточно найти транспорт, взять ветровку и резиновые сапоги. Все любят путешествовать мирнинцы, мы спросили на улицах города. Каждая по-своему прекрасно. Очень люблю Питер. Красивый город Волгоград, Белгород. На Черном море, на Азовском море, на Байкале был. В Турции, по Европе все объездила. В Вьетнаме была, Владивосток, Потидо. Было дело в Корею, в Казахстан, в Польшу, в Чехию. Сейчас власти Якутии поставили цель увеличить турпоток в 12 раз. К 2025 году здесь ждут до 250 человек в год. Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». С сегодняшнего дня на канале НВК «Саха» стартует показ сериала «Камень счастья». Режиссером картины выступила Марина Платонова. Хронометраж картины – 16 серий, каждая из которых будет продолжаться в течение 38 минут. Сценарист Сардана Сивцева Дана Сарт ранее уже отличалась знаковыми работами. Сюжет этой картины повествует о строителях города Мирный в 60-е годы. Сериал охватывает 2 поколения. В данное время творческая группа завершила основной монтаж картины. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие воздушно-космических войск, рода войск в составе воздушно-космических сил Вооруженных сил России. Этот профессиональный праздник установлен указом президента России от 31 мая 2006 года и приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли. День космических войск – это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного значения, кто осуществлял и осуществляет их запуски. Далее расскажем, какие еще сегодня знаменательные даты и события. На календаре 4 октября и в этот день отмечают Всемирный день животных, Международный день врача, Всемирный день архитектуры, День космических войск России, День гражданской обороны МЧС России. В народном календаре сегодня отмечают память апостола от 70 Кондрата, который в первом веке проповедовал Слово Божие в Афинах и носил чин епископа. Также в этот день чествуют епископа Ипатия. На Руси 4 октября считали днем плодородия и земледелия. Приметы обращали внимание на погоду. Считалось, что она продержится без изменений 4 недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной. В этот день Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь. В Крыму заложен Никитский ботанический сад. Русский адмирал Невельской поднял на Сахалине российский флаг. Завершился рекордный полет советского дирижабля СССР с 3 двигателями. Он провел в воздухе 130 часов 27 минут. В СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли. Родились в этот день Карл IV, король Швеции, Франческо Салимена, итальянский художник эпохи позднего барокко, Григорий Потанин, русский географ и писатель, исследователь Центральной Азии, Виталий Гинзбург, советский и российский физик, академик Академии наук СССР и лауреат Нобелевской премии, Алисия Сильверстоун, американская актриса и модель, Лена Катина, экс-солистка группы Тату, Дакота Джонсон, американская актриса и модель. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаакий, Константин, Петр. Нерюнгринка Регина Петрова стала бронзовой призеркой на первенстве России по биатлону. Уроженка поселка Чульман стабильно находится в 5 лидеров в юношеском биатлоне на всех значимых всероссийских стартах последних 3 соревновательных сезонов. Сегодня с чемпионкой встретилась Ирина Кичигина. Сейчас она с нами на прямой связи. Ирина, вам слово. Здравствуй, Валерия. На летних сборах в Башкортостане Регина Петрова подготовилась хорошенько и пришла первая к старту. Потом, когда стартовали, она заняла 3-е место. И сейчас вот она приехала с соревнований в городе Чайковском, где тоже завоевала бронзовую медаль. Сегодня Регина приехала к нам. Регина, здравствуй. Мы все-таки привыкли считать, что биатлон – это зимний вид спорта. А вот как проходят соревнования, когда вот нет снега, например, сейчас, или вот летние сборы?
Ну, летом мы тренируемся так же, как и зимой, только вместо лыж мы используем лыжероллеры. Это небольшие удлиненные палки на колесах. Ну и так же, как и обычные палки и винтовка за спиной. Так мы проходим летом соревнования. А что для тебя сложнее, стрелять или все-таки бегать? Ну, и стрелять, и бегать, и то сложно. Когда ты стреляешь, тебе нужно хорошо попадать. А на нашем пульсе высоком это, естественно, очень трудно сделать. Мы этому учимся, причем очень долго и в течение всей нашей спортивной карьеры. И бежать тоже очень трудно, потому что ты выкладываешься на все дистанции, раскладываешь все свои силы и полностью их тратишь. Регина, ты же еще учишься. Как вот получается совмещать учебу со спортом? Ну, мне очень помогают учителя, спасибо им за это большое. Сама учусь, беру дополнительно репетиторов. Конечно, денег стоит, но все же 11 класс, надо сдавать успешные экзамены. Кто сейчас тебя тренирует и где ты тренируешься в основном? Сейчас меня тренирует Сафаров Альберт Алгатович, это главный тренер по биатлону в Республике Саха-Якутия. Тренируемся мы в основном в городе Уфе, так как там проживает наш тренер. Это наше основное место тренировок. А что в ближайшем будущем? К чему ты сейчас готовишься, к каким соревнованиям? Сейчас я готовлюсь к юношеским, европейским, олимпийским детским играм, которые будут проходить в Финляндии. Отбор будет проходить в декабре, в январе месяце. Если отобраться не получится, то также продолжаем, как и в Чайковском, только на зимних соревнованиях выступать на первенстве России. Спасибо, Регина, ты большая молодец. Мы пожелаем нашей звездочке по биатлону новых спортивных побед в новом сезоне. Валерия? Благодарю, Ирина. Да, мы тоже присоединяемся к поздравлениям Регины. Я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Ирина Кичигина. В завершении расскажем о погоде в крупных городах Якутии. Так, в Алдане сегодня пасмурно. Температура воздуха 0 градусов. Вечером -2 и ночью -4. Ветер от 1 до 9 метров в секунду. В Нерингре непогода. Снег будет идти в течение всего дня. Температура воздуха днем 0 градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду. Вечером -3, ночью тоже снег и -4 градуса. В Ленске погода чуть лучше, но пасмурно, +3 градуса. Ночью температура опустится до -1, ветер от 2 до 3 метров в секунду. В алмазной столице картина похожа с Ленском, также пасмурно. В Мирном сегодня +3, ветер от 2 до 6 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ну и в столице республики тоже пасмурно. Днем +4 градусов, ночью похолодает до -3. Ветер от 1 до 8 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба. На этом пока вся информация. Спасибо, что прошедший час провели вместе с нами. Всего доброго и до свидания.